Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно! Сегодня в программе «Атмосфера кино» мы отправимся вслед за московским лжеэкстрасенсом Иваном в мир русских народных сказок Белогорья. Понаблюдаем за извечным противостоянием добра и зла, попутно разбираясь, кто из героев к какой стороне конфликта принадлежит. Обсудим картину с сибайскими зрителями, а также расскажем о других новинках этой недели. Заходит как-то в бар Уолт Дисней, Микки Маус и Добрыня Никитич, а бармен им говорит: интернациональные коктейли подают в суши-баре напротив. Ситуация, конечно, патовая. Всем известно, что персонажи детских мультфильмов по питейным заведениям не ходят. А вот подружить американскую мышь и русского богатыря оказалось вполне возможным. Пока не в пределах одной вселенной. Однако к адаптации русских сказок американская компания Disney уже приступила. О том, что из этого вышло, узнаем из нашего следующего обзора. «Последний богатырь» в объективе «Атмосферы кино». Наш следующий участник – Белый маг Светозар. Вижу, попадешь ты в другой мир, и там смерть свою найдешь. Устали от телевизионных экстрасенсов? Последний богатырь нашей страны тоже начинал свое знакомство с миром магии, выступая в качестве второсортного медийного артиста, пока волей случая не угодил в кроличью нору и не перенесся в фантастическую страну Белогорье. Государь-батюшка, чужеземцев поймали. Да что, розыгрыш? Где камера? Кто продюсер? Дайте позвонить. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а любые спорные вопросы запросто решаются битвой на богатырских мечах. Хвататься за оружие само по себе дело нехитрое, да только мера вынужденная. Посланнику из внешнего мира местные обитатели не то чтобы сильно обрадовались, вдобавок вездесущие Uber-такси отвечать на заявку из сказочного подземелья почему-то отказывается. Возьмите меня с собой. Я важные вещи из своего мира знаю. Физика, химия, автомат Калашникова. А? Возьмем его, пригодится. Вот и приходится доброму русскому молодцу кооперировать усилия со всякой сказочной нечистью. Тем более, что новоиспеченные соратники из каких-то личных туманных побуждений вызывается пролить свет на происхождение героя. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня. Да знаю я, кто ты и откуда. Иван, сын Ильи Муромца, из другого мира. Тебя же там спрятали. Выступать на ратном поприще последнему русскому богатырю предстоит под предводительством самого Кощея Бессмертного. Колорита компании добавляет маразматичная Баба-Яга, Василиса, не то прекрасная, не то мудрая, а может и вовсе обычная, а также графически скользкий повелитель струи Водяной. И коль в рядах геройской команды и без того уже тесновато, чай не мстители какие-нибудь с 5 минутами экранного времени на каждого из дюжины центральных персонажей, по другую сторону баррикад выступает Варвара Краса да Добрыня Никитич. И пусть морально такое противостояние кажется оправданным, мотивы и методы так называемой светлой стороны переворачивают исконное толкование народных сказаний вверх тормашками. У нас же в Белогорье добро победило. Богатыри теперь не нужны. Я что, реально в сказку попал? Эта сказка вообще очень похожа на быль, в том смысле, что каждый из героев фильма, как подобает объемному персонажу, руководствуется своими личными интересами и не оказывается скован никакими традиционными жанровыми рамками. Извините, там у вас что-то горит? Я зашел, а оно горит. Горлица моя! Все горит! Исключение составляет разве что главный герой Иван, исполненный звездой телесериала «Кухня» Виктором Хореняком. Его экранный образ сочетает в себе сразу несколько фольклорных архетипов, это как заявлено в названии «Последний русский богатырь» и тот самый одиозно знаменитый Иванушка-дурачок. Богатырь он. Это плюгавый? Ну, каким уродился. Чего жуть-то?
сломал? Не сильно. Сейчас починю. В жизни как бывает. С нами случаются события, над которыми мы совершенно не властны. Также и он попадает в обстоятельства сказки, совершенно не желая того, совершенно не подозревая и не ожидая этого. В сказочный сюжет вообще внесли огромную порцию непошлого юмора. В результате «Последний богатырь» воспринимается зрителем почти как ситком, комедия ситуаций. И надо отметить, такое прочтение народных сюжетов определенно идет фильму на пользу. Че, богатырь, давай, иди свою силушку покажи. Нам сейчас главное не наломать дров. Оценивая картину по критериям качества, невозможно воздержаться от сравнения с шедеврами советской киноадаптации сказок Александра Роу. Тягаться с ними дело совершенно неблагодарно, и хорошо, что создатели «Последнего богатыря» делать этого не пытались. Это российская сказка нового образца, предлагающая достойный визуальный ряд, немногим уступающим главным блокбастерам Диснея. Она соединяет в себе лучшие традиции советского детского кинематографа и современных семейных картин, а это юмор, понятный детям и взрослым, интересные персонажи, яркая картинка и динамичный сюжет. Ты не хочешь остаться здесь? Ты же богатырь, это и твой мир тоже. Если есть хотя бы малюсенький шанс любимым людям помочь, расшибись, а сделай. Резюмируя впечатление, перейдем к нашей традиционной рубрике «Киномер» и охарактеризуем картину в следующих тезисах. К – красочное и интригующее, напористое и очаровательное кино. Мне понравился, очень хороший фильм, смешной, веселый, позитивные эмоции, все было хорошо. Все понравилось. Понравилась и графика, хорошо. Еще герои очень продуманы. Замечательный фильм, очень понравился, я прям в восторге. Прям море эмоций. Замечательная сказка, радостная, веселая, очень позитивная. Хорошая, рекомендуем посмотреть. Когда там они дрались все время, мне понравилось очень сильно. Попытайтесь вспомнить момент, когда вы в последний раз с упоением смотрели кино про героев русских народных сказок, а я постараюсь воспроизвести обстоятельства. Итак, канун Нового года, последние телевизионные трансляции советских киношедевров Александра Роу и вы, застывшие во внимании перед кинескопом отечественного телеприемника «Рекорд». Такие воспоминания неизменно переносят нас в детство, и что примечательно, просмотр свежего фильма «Последний богатырь» обладает схожими живительными свойствами. После сеанса чувствуешь себя свежим и пободревшим, словно отведал тех самых молодильных яблочек. Переходим к другим новостям кино. Ожидалка не сломалась? Если вдруг, то наши маленькие друзья-фиксики смогут вам помочь. Эти добрые человечки, способные предотвратить любую поломку, желанные гости на больших экранах, выходят с премьерой полнометражного фильма в грядущий четверг. По сюжету фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам и теперь могут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни находился. И все бы хорошо, если бы недоработанное изобретение не попало к озорнику Фаеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника, город приближается к катастрофе, а главное, само существование фиксиков находится на грани обнаружения. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает юных зрителей посетить грядущую премьеру. И мы открываем месячник супергеройского кино. В своем новом сольнике скандинавский бог Тор возвращается в родной Асгард и обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон, привели к приближению наиболее страшного события Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В
попытке предотвратить это событие Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из «Мстителей» Халка. Вместе они сталкиваются лицом к лицу со злейшим врагом всех 9 миров, огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение 9 миров. Ждем возвращения «Мстителей» на большие экраны 6 ноября уже в следующий понедельник. Даже не будучи Иваном, последним богатырем, побывать в сказочных мирах сегодня довольно просто. Ведь именно для этого и существует искусство кинематографа. Достаточно не пропустить себе премьеру по вкусу. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. В следующем выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем о том, какой теплый прием уготован Мстителю с многолетним стажем Тору по возвращении домой и чем грозит этому божественному миру неожиданное появление в нем старого доброго громилы Халка.